Просто вот эта тема мультивселенных, скажем, она уже давно будоражит умы. Правда, в современном мире в силу того, что есть очень много научной, скажем так, фантастики и экранизации на основе этой фантастики. Ну, люди пытаются по-другому объяснить. понимать, что это альтернативные какие-то реальности, где есть персонажи одни и те же и так далее. Правильно. То есть. Поясню проще нашим друзьям, что теория мультивселенных, она заключается в том, что существует параллельно множество вселенных, Да. которые зародились в одной точке. Это действительно так. Даже в той территории, где находится наша Вселенная, в этом объеме, находится масса параллельных вселенных. Другая частота. И все. И я имею в виду фундаментальная частота. Мы к этому вернемся. Но что такое вот в современном понимании множество мультивселенных? Зародилась с одной точки, вот исходя из современного понимания, наша Вселенная. Есть материя, есть антиматерия, есть другая частота вибраций, взаимодействий, и они просто не смешиваются. Но все происходит как бы параллельно с небольшим отклонением. То есть параллельно этой Вселенной, исходя из современных теорий мультивселенных, есть также и Татьяна везде. Скажем, вот существует там десятки этих вселенных, и десятки Татьян находятся в этих вселенных. Вот в нашей вселенной, нашей реальности трехмерной Татьяна сидит, сейчас задает мне вопросы. И мы вот с ней и с вами беседуем. А в параллельной где-нибудь наоборот. Татьяна сидит здесь, я задаю ей вопросы, и она или отвечает. Она сидит за камерой. Или она сидит за камерой, или она еще где-нибудь. Чем-нибудь занята, а где-нибудь она еще не доехала. Да. То есть вот множество, но везде Татьяна. Это очень смешно и глупо. Почему? Потому что есть такое понятие, как индивидуальность. Этого не может быть. Вселенные есть, параллельно развиваются, но я так скажу, даже не то, что люди не схожи, галактики не схожи. Да, есть разные формы жизни, законы приблизительно одинаковые, идет спиральное развитие, ну все по одним и тем же шаблонам все развивается. Но даже галактики не похожи друг на друга. Знаете, вот вам приведу пример для понимания. Он очень простой. Берем черный фон, берем скоростную камеру и ложку сухой муки. Подбрасываем и снимаем на скоростную камеру. Вот мы миллион раз подбросим ложку, и миллион раз у нас будет абсолютно разная картина. То есть мука, когда она падает, взвесь, они будут давать совершенно другой рисунок. Никогда, хоть миллион, хоть миллиард раз мы подбросим, мы никогда не придем к абсолютной идентичности. В этом и суть мультивселенных. Да, они множественные, да, они есть, никто этого не отрицает. И, собственно говоря, экспериментально уже можно кое-что доказывать. Но это своя жизнь.